Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Укшара. Не стало мудреца, мыслителя. В Москве на 88-м году жизни скончался Фазиль Искандер. Выдающийся писатель, прозаик, поэт, кавалер ордена Ахтзапша первой степени. Человек, к слову и мнению которого прислушивались миллионы. Признанный мастер, автор произведений, ставших классикой русской литературы, но с абхазской душой. Поистине, это невосполнимая утрата для всего нашего народа. Когда ты вплотную приближаешься к собственной смерти, мысль о том, что ты всю жизнь трудился, успокаивает. Это слова Фазиля Искандера, высказанные им в одном из интервью задолго до своей кончины. Великий абхаз очень часто размышлял на тему добра и зла, смерти и вечной жизни. Все его слова были пронизаны особым смыслом, который было дано понять не каждому. В нем поражало все – глубина личности и произведений, острота, сатира. Несмотря на возраст и болезнь, от него исходила особая солнечная энергия. Дед по матери, он крестьянин, жил в деревне, я его хорошо помню. Мы очень много времени летом проводили в деревне, которую я назвал Чегем. Я который очень много писал. Все лето мы пребывали там. И, конечно, я видел, как крестьяне работают, что они делают. Иногда помогал им. Ну, а чаще всего я все-таки и там, в деревне, находил книги и читал их иногда с утра до вечера. В своих произведениях Фазиль сумел показать миру жизнь и быт, традиции, характер простого абхаза. Мудрая великодушная ирония, тонкая наблюдательность и, как результат, созвездие Козлатура, Сандро из Чегема, кролики и удавы. Всего не перечислишь. У каждого из нас свой Фазиль. Мы воспринимаем его произведения по-разному, но неизменно одно. Мы гордимся им, и это не просто безмерная любовь. Это нечто большее, то, что очень сложно выразить словами. Мы потеряли очень значимую фигуру. Это потеря, так сказать, не только абхазская, безусловно, это потеря для всего мира. Ушел великий философ, человек, который стал классиком при жизни. Это удается не многим людям. Эпоха Фазиля Искандер, она вроде как бы заканчивается с его уходом из этой жизни, и в то же время наследие, которое оставил Фазиль Абдуллович, да, оно обязательно будет востребовано и в нынешней жизни, и, как мне кажется, спустя много лет, там 20, 30, 50 лет пройдет, люди, читающие люди и которые мыслящие люди, они будут обязательно возвращаться к его произведениям. Мир, который он создал, так сказать, на страницах своих романов, рассказов, он, значит, мир такой интересный, так сказать, и очень поучительный. Начиная читать Фазиля Искандер, не можешь оторваться. Вот, это тоже вот такая какая-то магия, какая-то вот притягательность есть во всех его произведениях. Без сомнения, это великая утрата. Безусловно, мы потеряли великого человека, вечная ему память. У Фазиля была особая интонация, глубокая абхазская мудрость, тонкий юмор в сочетании с легкой печалью. Он, как никто другой, умел просто говорить о сложном. Как-то по-своему, особенно. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба выразил соболезнования семье и близким Фазиля Искандера. Мудрые и тонкие произведения великого писателя наполнены подсказками и ответами на все возникающие у нас вопросы. Фазиль Абдуллович тонко чувствовал и умел четко описать все грани нашей непростой действительности. Творчество Фазиля Искандера навсегда останется неотъемлемой частью мировой литературы. Смерть такого гениального человека – большая потеря как для литературного сообщества, так и для всей нашей республики в целом, отметил президент в своем соболезновании. Фазиль Абдуллович Искандер – личность великая. Абхазский народ понес серьезную потерю с его смертью. И не только абхазский народ, а вся мировая литература. Человек, который говорил на полутонах, но говорил очень громко о тех процессах, которые
были и в советский период, и после. Человек, который очень искренне относился к своей родине, тем процессам, которые происходили здесь у нас. Несомненно, Фазиль останется в памяти нашего народа, в памяти многих людей, знавших его. Молчание Фазиля иногда было более громким и намного превосходило многих тех, кто говорил и красиво преподносил о тех процессах, которые имели место быть в нашей истории. Но Фазиль очень колоритная фигура. Его герои – это люди, живущие и по сей день в нашем обществе. Это герои, которые дают нам возможность сравнивать себя, сравнивать свое поведение по отношению к тем процессам, которые происходят вокруг нас, и быть лучше, быть выше, чем наши иногда мелкие человеческие недостатки. Вечная память человеку, который любил Абхазию, любил абхазский народ. И мы обязаны все вместе нести в себе память об этом человеке. Фазиль Искандер был великим человеком, который был и остается неотъемлемой частью Абхазии. Об этом сказал президент Рауль Хаджимба, открывая рабочее совещание по вопросу увековечения памяти Фазиля Искандера. Перед началом встречи присутствующие почтили память великого писателя минутой молчания. Вопрос увековечения Фазиля Искандера очень важен, и нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы память о нем сохранилась и передавалась из поколения в поколение, сказал Рауль Хаджимба. Советник президента Владимир Зонтарь отметил, что в первую очередь необходимо назвать в честь выдающегося писателя улицу и обязательно установить в столице памятник Фазиля Искандера. В свою очередь министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия сказала, что ставший уже традиционным международный фестиваль культуры Фазиля Искандера будет расширяться. Фестиваль, который мы учредили, который 2 года проходит, он будет вечной дорогой, по которой сюда будут приезжать люди со всего мира. Если мы сможем на будущее 3-летие фестиваля, дальше его 90-летие, вокруг фестиваля мы можем собирать все, что касается Искандера. Сегодня готовы приехать коллеги из разных стран, его поклонники. Настолько они в таких разных сферах, в бизнесе, в культуре, в политике. Поэтому, я думаю, это очень положительная имиджевая сторона, и мы сохраним традицию этого фестиваля. На совещании также обсуждался вопрос о создании центра имени Фазиля Искандера в его доме в селе Мгудзурха. Рауль Хаджимба поручил разработать программу по празднованию 90-летия Фазиля Искандера. По итогам рабочего совещания было принято решение о создании рабочей комиссии по увековечению памяти Фазиля Искандера. Фазиль Искандер будет похоронен 2 августа на Новодевичьем кладбище в Москве. Гражданская панихида, в которой примет участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, начнется в Центральном доме литераторов с 10 часов утра. В связи с кончиной Фазиля Искандера Рауль Хаджимба подписал указ об объявлении 2 августа траурным днем. В день траура по всей стране будут приспущены государственные флаги Республики Абхазия. Учреждения культуры и телерадиокомпаниям предписано отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. В понедельник в течение всего дня к дому-музею Фазиля Искандера в центре Сухума шли люди. Одними из первых сюда пришли президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Бганба, члены правительства, депутаты, представители общественности. Слова соболезнования адресованы не только семье великого писателя. Утрату понес весь абхазский народ. Невосполнимая утрата для нашего абхазского народа, для всего человечества, потому что Фазиль Абдулович Искандер был личностью мирового масштаба. Это такая утрата, которую мы ничем не можем восполнить. Он прославлял Абхазию на весь мир. Я имел счастье общаться с ним и здесь, в Абхазии, в Москве. Он был, конечно, философом. Он был мастером слова, признанным во всем мире. Его имя, конечно, должно быть увековечено здесь, в Абхазии. Это будет сделано, я не сомневаюсь в этом.
Но главное, что его произведения, они навечно останутся как классика мировой литературы. И в этих произведениях люди всего мира будут узнавать о нашей стране, о нашем народе, о наших традициях. Он оставил этот глубокий след после себя, за что мы должны вечно быть ему благодарны. Преподаватели и студенты Абхазского государственного университета выразили искренние соболезнования родным Фазиля Абдуловича Искандера. Когда уходят мудрецы, народ сиротеет, становится больно, горько, одиноко. Когда они живут рядом с нами, мы спокойны, потому что у нас есть те, кто помогает душе сохранить божественный дар любви к жизни, к человеку, к матери, к дому, к родине. У нас был Фазиль, мудрец, который создал прекрасный мир, наполненный любовью, отважно нес веру в здравый смысл, добро и бесконечность жизни. У нас есть Фазиль, ведь когда мудрецы уходят, остается свет их души. Отважная и нежная, вечная оживительная влага художественного мира Искандера, великое чудо его творчества, прививка любви против жестокости и насилия, лжи и безумия реальности. И мы можем бесконечно преподать к этому неиссякаемому роднику, отмечается в соболезновании. Сегодня в нашей программе прямой эфир с участием Владимира Зонтаря и Геннадия Аламия, в котором речь пойдет о роли Фазиля Искандера в мировой литературе, а затем передача из архива Абхазского телевидения. На состоявшемся 29 июля заседании Кабинета министров было принято постановление о порядке расчета за электроэнергию в Республике Абхазия. В нашу редакцию обратились зрители с просьбой более подробно разъяснить, кого именно коснется постановление правительства. В теме разбиралась Амра Амичба. Тариф на электроэнергию в Абхазии не единый. Предусмотрена определенная градация по группам потребителей. Основная группа – это тарифы для физических лиц, потребляющих электроэнергию в бытовых целях. Тариф для населения по-прежнему составляет 40 копеек за киловатт-час. Следует отметить, что ни в планах Министерства экономики, ни в планах Черноморэнерго, насколько мне известно, ни в планах энергетической комиссии повышать этот тариф нету и не планируется, по крайней мере в ближайшее время точно. У нас тариф на электроэнергию социальный, он по сути является минимальным вообще по всем мировым стандартам, и в Европе такого нигде нету, причем вот, помимо нас минимальный тариф в Украине составляет, по-моему, 1,2 рубля, у нас, по сути, получается в 3 раза меньше. Существуют отдельные тарифы для учреждений образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. А для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц так называемый коммерческий тариф. По постановлению Кабинета министров от 2005 года о порядке расчета за электроэнергию в Республике Абхазия группа «Физические лица, использующие электроэнергию в бытовых целях» делилась на две группы. Первая – это физические лица, потребляющие электроэнергию до 5 киловатт-час. Вторая – свыше 5 киловатт. И те, кто свыше 5 киловатт, они по этому проекту приравнивались к группе коммерческих потребителей, потому что считалось на тот момент, что 5 киловатт достаточно большая мощность электропотребления на тот момент, и то, что все, что выше, там, вне зависимости от цели, для бытовых нужд, для коммерческих нужд, это приравнивается к коммерческим потребителям и тарифицируется по соответствующему тарифу. Однако времена, а точнее техника и благосостояние населения меняются. Установленные в 2005 году 5 киловатт-час – достаточно небольшое потребление. В связи с этим на недавнем заседании Кабинета министров принято решение увеличить эту норму в 4 раза. Теперь 20 киловатт – верхняя планка, свыше которой и будет применяться тарификация 85 копеек за киловатт-час. Данная мера, по словам Батала Тарба, позволит выявить тех, кто, не оформившись в качестве индивидуальных предпринимателей, занимается коммерческой деятельностью в своих домовладениях. Таких много, например, в Гагарском районе. В этом случае самым простым и естественным критерием определения становятся показатели счетчика. По нашим расчетам, просто вот эта вот величина 20 киловатт, она практически, может быть, коснется каких-то очень крупных домовладельцев. Чтобы было понятно, 20 киловатт – это примерно 20 кондиционеров должно, в каком-то объекте находиться, то что примерно один кондиционер 1 киловатт. Холодильник там тоже какая-то определенная величина, телевизор. Вы сами понимаете, что достаточно крупная величина. Вот опять же, это коснется больше всего владельцев таких мини-гостиниц, мини-отелей, которые оказывают такие услуги по размещению отдыхающих. По сути, тарифы-то остались без изменений,
Мы ничего в этом плане, никакие изменения не вносили в действующую тарифную сетку. Но при этом изменился подход, определяющий отнесение той или иной группы к разной категории. И получается, что те лица, которые потребляют именно для бытовых целей электроэнергию с присоединенной мощностью свыше 20 киловатт, то есть то, о чем я говорил ранее, они будут приравниваться к коммерческому тарифу, то есть 85 копеек за киловатт-час. По мнению членов правительства, принятое постановление о порядке расчета за электроэнергию в Республике Абхазия ставит в равные условия все субъекты электропотребления в нашей стране. Амрамич Басаида Гухава, Абхазское телевидение. В Сухумском медицинском колледже продолжается набор абитуриентов. Пока для поступления в это учебное заведение подано около 80 заявлений. Экзамены начнутся 8 августа. О том, какие направления предпочли в этом году абитуриенты и как проходит подготовка к экзаменам, расскажет наш корреспондент Сария Смар. В Сухумском медицинском колледже осуществляется прием по 8 направлениям: сестринское дело, акушерство, аптечное дело, стоматология и другие специальности. В учебном заведении работают более 25 преподавателей. В случае необходимости для чтения лекций специалисты приглашаются дополнительно. В этом году для поступления сюда пока подано всего 80 заявлений. Прием документов продолжается. В основном абитуриенты предпочитают специальность сестринское дело. В этом году принято около 80 заявлений. Это намного меньше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас было больше. Выезжают, наверное, дети в другие учебные заведения за пределами Абхазии. Наверное, так просто. Экзамены начинаются с 8 августа. На некоторых факультетах есть конкурс, на некоторых нет, как обычно везде. Несмотря на то, что экзаменов пока нет, учебные классы не пустуют. Здесь абитуриенты готовятся к предстоящему испытанию. Подготовка проходит по биологии и химии. Абитуриенты признаются, что это помогает им закрепить пройденный материал в школе и дает возможность чувствовать себя более уверенно. Милана Авицба решила для себя, что в будущем она обязательно станет фармацевтом. Сейчас девушка с нетерпением ждет вступительных экзаменов. Решила я, можно сказать, уже давно, уже как год, наверное, можно сказать. И вообще поступаю на фармацевта, и мне нравится эта профессия, поэтому я считаю, что с меня будет хороший фармацевт. Сейчас готовимся, мы ходим сюда в колледж. Я думаю, что я смогу поступить, мои надежды оправдаются. В Сухумском медицинском колледже нет набора на специальность санитария и гигиена. В этом году занятия по этому направлению проходить не будут. Сария Смар, Тимур Гугухия, Абхазское телевидение. Вот уже который год главным событием культурной жизни страны является фестиваль «Хибла Герзмава приглашает», который неизменно проходит в летние месяцы. В этом году фестиваль юбилейный 15-й. Концертная программа, состоящая из 2 частей, пройдет на руинах исторического памятника Сухумской крепости, где строится летний амфитеатр. Международный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» основан в 2001 году и ежегодно проходит в Абхазии. А в 2014 году расширил свои границы и прошел в Москве на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко и в Большом зале консерватории имени Чайковского. Затем в золотых стенах знаменитого зала Музикферайн в Вене и в швейцарской Санкт-Морице. В этом году фестиваль пройдет под открытым небом на древних руинах Сухума на специально возведенном для фестиваля летнем амфитеатре. Фестиваль будет состоять из 2 концертных программ. В первый день у зрителей будет возможность посмотреть оперный спектакль Луиджи Керубини Медея, постановки Александра Тителя на фоне Черного моря, что весьма символично. Программа второго дня завершится совместным выступлением оперной дивы с джазовым пианистом Даниилом Крамером и трио «Опера Джаз Блюз». В государственном заповеднике Сухумская крепость полным ходом идет процесс постройки летнего амфитеатра с подъемом, дабы действие на сцене было хорошо видно отовсюду. Работы по монтажу посадочных мест, которых более 1000, начались своевременно и завершаться в положенный срок. Трибуна рассчитана на 1016 мест. Предполагает при необходимости доставления дополнительных стульев. Начали мы этот проект еще в июне месяце, то есть с момента чертежа. Подсчет оборудования мы завезлись, 29-го мы начали монтаж. И, конечно, мы успеваем по срокам. Билетов на фестиваль уже нет. Общее количество мест составляет чуть более 1000. Все билеты с указанием мест, чтобы исключить неразберихи. Благодаря четкому графику работ на данный момент сцена амфитеатра практически готова. Все подготовительные работы уже проведены, за исключением монтажа декораций, который также будет завершен в срок. На данный момент происходит монтаж именно декораций
Это, в принципе, завершающая стадия. К завтрашнему дню площадка будет на 99% уже готова. Останутся какие-то мелочи, незначительные. И практически к репетиции, к первой репетиции театра вся площадка будет уже готова. Зародившийся в Абхазии 15 лет назад фестиваль Хибла Герзмава приглашает уже давно перешагнул границы стран и континентов, из года в год расширяя свою географию. Опера «Медея» станет его юбилейным символом. В Гудауте завершился международный шахматный турнир Гудаута Open. Это уже 13-й подобный турнир, и с каждым годом растет количество его участников. В этом году наши молодые шахматисты соревновались с известными гроссмейстерами, в том числе и с мастерами ФИДЕ России и Беларуси. Турнир проходил в двух возрастных группах. В младшей с 6 до 11 лет призерами стали очимчирский шахматист Айнар Хурхмал, представитель Гудаутской шахматной школы Есам Ажиба и столичный спортсмен Данил Халбат. Во второй группе с 11 лет старше тройки победителей россияне, мастера ФИДЕ Александр Смирнов, Олег Кислов и Ольга Мыльникова. Здесь сегодня у нас почти со всех регионов России, с Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Ханты-Мансийск, Северный Кавказ. Все, да, и гроссмейстер есть, и мастера есть. Ну и, конечно, самое главное, это большое количество наших детей, наших воспитанников наших тренеров. Кварчала, Очамчира, Гагры, Пицунда. Вот они составляют тоже большое количество, и для них это самое важное. В принципе, для них это мы все делаем, чтобы они получили опыт от игры с сильными мастерами, которые к нам приезжают. И какие планы на ближайшее будущее? Планируется Москва и в следующем году Румыния, чемпионат мира среди детей. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 градуса. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.